Александр Ильич Егоров родился 13 или 25 октября 1883 году в Бузулуке. Город Бузулук ныне в Оренбургской области. Был четвертым ребенком в семье. Отец из бедноты выбрался в приказчики. При переписи записали как русскоязычный. Также известно, Александр Егоров с 11 лет начал трудиться в кузнице. Оренбургской области писателя, чуваш, который написал прекрасную книгу, вот он, Виктор Кириллович Отставнов. Про какой Егоров ты говоришь? Что-то я не припоминаю. Такую. Ну, сынок, нельзя быть таким неизвестным. Да. Это маршал Егоров. Он родился недалеко от нас. Егоров, уроженец Бузулукского района, наш соплеменник и земляк. Получается, маршал Егоров Александр Ильич, выходец из среды чувашского народа. И это удивительный факт. Мы никогда об этом не знали. В истории мемориальной культуры чувашского народа мы никогда не говорили и не помнили, что должен быть маршал Егоров, выходец из среды болгаро-чувашского народа, да, условно скажем так. Да. После этого много пришло комментарий, подсказы. Пишут, что он о маршале Егорове. Пишут, что он эрзя, и родственники проживают в Рязани. Ну, мы знаем, что эрзя – это слово-то чувашское, или берет начало от чувашского слова. Аржин, Мокша и эрзя, вот они в Мордовии два народа. Они пришли на эти территории не в одночасье, и поэтому здесь эрзя, скорее всего, это потомки Волжской Болгарии. Это прежде всего воины. А Мокша, как она уже образовалась, ну в целом же это считается, что финно-угорские племена. Также просмотрел вот тайны чувашской Зюрейской дороги. Отсюда взял сведения, где Александр Семенов Савруш доказывает нам, как происходит динамика обрусения чувашского народа. Из книги чувашского писателя Александр Семенов Савруш «Тайны чувашской Зюрейской дороги». Вот здесь статья. О чем говорят исторические карты Поволжья? Автор Русаков. При рассмотрении исторических карт Поволжья времен Хазарского каганата, Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства наблюдается такая картина. Если на картах этих государственных образований Средневековья обозначены места проживания таких народов, как болгары, сувары, марийцы, черемисы, мордва, буртасы, мадьяр, хазары, кипчаки, половцы, печенеги, башкиры, удмурты, вотяки и другие, то такой крупный народ Поволжья, как чуваши, нигде не указан. Если после распада Хазарского каганата обозначение хазар на карте на месте их проживания заменяется обозначением кипчаков, половцев, то при Золотой Орде обозначение мест проживания кипчаков, половцев на картах Поволжья уже заменяется обозначением мест проживания татар. В последующие века они, то есть кипчаки-половцы, как и сувары, хазары, печенеги, мадьяры и другие древние народы Поволжья, ни на каких картах больше не упоминаются. А вот еще одно доказательство из статьи Семена Савруш. Небольшой анализ ситуации по демографии чувашской семьи за последние 100 лет. Статья в газете «Сувар» номер 10 от 14.03.2014 года. Показывает, что идет процесс забывания чувашского языка. Около 60% чувашей от общего количества разговаривают на русском языке, а в семьях, переселившихся в города, как показывает анализ, не соблюдающие традиции предков, внуки не знают чувашского языка. Сам процесс забывания родного языка одним решением остановить невозможно,
Но непосредственно восстанавливая народные традиции, можно замедлить этот процесс и даже восстановить забытый язык. Так, чувашский язык утрачивает свою значимость, и рожденные люди, их предки когда-то были болгары-чувашами, становятся русским населением. Благодаря вот этой книге мы нашли имя человека, представитель болгара-чувашского народа. 23 февраля 1939 года Советский Союз отмечал 21-ю годовщину создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Но для одного из наиболее известных на тот момент советских полководцев, одного из 5 маршалов Советского Союза, этот день стал последним в жизни. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян Александр Ильич Егоров. До второй половины 1930-х годов все в жизни Александра Егорова складывалось очень даже неплохо. 21 ноября 1935 года Егоров стал одним из 5 советских высших военачальников, которым было присвоено введенное 2 месяцами ранее звание маршала Советского Союза. Вместе с Егоровым высшего звания удостоились Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский, Семен Буденный и Василий Блюхер. То есть Егоров оказался в 5 наиболее авторитетных и прославленных советских полководцев того времени. И это было вдвойне удивительно, поскольку в Красную армию Егоров пришел из старой российской армии, где дослужился не до унтер-офицера и даже не до поручика, а до целого полковника. Старший офицер царской армии, полковник и маршал Советского Союза. Это было сложно себе представить, но присвоение звания Егорову было инициативой самого Сталина. Тем более, что Александр Ильич Егоров в 1935 году занимал 2-ю по значимости военную должность в стране. Он был начальником генерального штаба рабоче-крестьянской Красной армии. Эту должность Егоров занимал на протяжении 6 лет. С июня 1931 года, тогда должность называлась начальник штаба РКК, до мая 1937 года. В принципе, происхождение Егорова и его прошлое до 1917 года играло как против красного командира, так и его в пользу. Ведь он был кадровым офицером, имел классическое военное образование, полученное еще в Российской империи, большой опыт службы в царской армии, участвовал в Первой мировой войне в качестве боевого командира. На пост начальника штаба РКК Егоров пришел в 1931 году уже опытным 48-летним человеком. За плечами Егорова были 13 лет службы в Красной армии и 16 лет службы в царской армии. Выпускник Самарской классической гимназии, Егоров поступил на военную службу вольно определяющимся в 1901 году, 18 лет от роду. Он был определен 4-й гренадерский несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полк, а в 1902 году поступил в Казанское пехотное юнкерское училище, которое окончил в 1905 году с отличием. Так началась военная карьера. Егоров получил назначение в 13-й гренадерский Ереванский полк. В январе 1916 года он был уже капитаном, служил в Алексеевском военном училище,
после чего был переведен в Тифлисское великого князя Михаила Николаевича военное училище на должность помощника начальника училища, отвечал там за ускоренные курсы по подготовке прапорщиков для действующей армии. В августе 1916 года Егоров был назначен исполняющим должность штаб-офицера для поручений штаба 2-го Кавказского кавалерийского корпуса. В том же году получил чин подполковника, после чего был переведен командиром батальона, а затем стал командиром 132-го пехотного Бендерского полка. Интересно, что чин полковника Егоров получил через полмесяца после Октябрьской революции 1917 года. Из-за бюрократизма военно-административных институтов бумаги задержались. К моменту февральской революции, когда более можно было не скрывать свои политические взгляды, Егоров официально поступил в партию социалистов-революционеров. Ему, само собой, припомнили это через 20 лет, в годы сталинских репрессий. Партия эсеров сложилась окончательно в 1903 году на базе различных групп, исторически и традиционно считавших себя последователями народничества. Ее программа, принятая на Первом съезде в 1906 году, прокламировала социализацию земли, конфискацию всей частной собственности на землю и передачу ее через волостные и уездные местные крестьянские съезды всем трудящимся крестьянам. В декабре 1917 года Егоров уже принимал участие в подготовке формирования Красной Армии, причем отвечал за отбор в ее состав офицеров. С августа 1918 года Егоров воевал на фронтах гражданской войны. С декабря 1918-1919 года он был командующим 10-й армией РКК, получил тяжелые ранения. Затем в июле, в октябре 1919 года был командующим 14-й армией РКК. Егоров воевал под Самарой и Царицыным, участвовал в войне с Польшей. В октябре 1919 по январь 1920 года он занимал должность командующего войсками Южного фронта, а затем командующего войсками Юго-Западного фронта. О командире Егорове в годы гражданской войны тепло отзывался затем в своих воспоминаниях Семен Михайлович Буденный. Он подчеркивал, что Егоров был крупным военным специалистом, но при этом преданным революции человеком, готовым отдать новой власти свои военные знания. В Егорове подкупала скромность. Будущий маршал не стремился кичиться своими знаниями и командным опытом, но при этом охотно ходил в атаку с простыми красноармейцами. Смелость всегда была одной из отличительных черт Егорова. Во время Первой мировой войны он 5 раз был ранен и контужен. После окончания гражданской войны Александр Егоров продолжал службу в Красной армии на командных должностях. С 1920 по апрель 1921 года Егоров командовал войсками Киевского военного округа. С апреля по сентябрь 1921 года войсками Петроградского военного корпуса. С сентября 1921 в январе 1922 года был командующим войсками Западного фронта, а с февраля 1922 мая 1924 годов командующим Кавказской краснознаменной армией. В апреле 1924 марте 1925 годов Егоров командовал войсками Украинского военного округа, а затем
до 1926 года выполнял обязанности военного атташе в Китае. Это также было очень ответственное поручение советского руководства, поскольку в то время молодой Советский Союз стремился защитить в Китае собственные интересы и помочь местному революционному движению. После возвращения из Китая Егоров занялся вопросами совершенствования вооружения Красной Армии. С мая 1926 по май 1927 годов он занимал должность заместителя начальника военно-промышленного управления ВСНХ СССР, а в мае 1927 годов вернулся на командные должности, стал командующим войсками Белорусского военного округа. Эту должность Егоров занимал до 1931 года. Будучи человеком опытным в военном деле и хорошо разбирающимся в теории, Егоров прекрасно понимал, что в предстоящих войнах ключевая роль будет принадлежать танкам. Поэтому он был среди тех советских командиров на укрепление бронетанковых войск, развитие танкостроения. Так, летом 1932 года Егоров представил Реввоенсовету СССР тезисы «Тактика и оперативное искусство РКК начала 30-х годов», в которых отстаивался курс на маневренности операций в будущей войне. Егоров считал, что главной задачей станет одновременное развертывание боевых действий на большую глубину. О том, насколько значительна была фигура Егорова, свидетельствует тот факт, что в июне 1931 года он был назначен начальником штаба РКК. Несмотря на прошлое полковника старой армии, Сталин счел возможным назначить на эту должность именно Егорова, отдавая дань военным знаниям, опыту и способностям военачальника. Первая половина 1930-х годов стала для Егорова периодом максимального карьерного взлета. 1934 год его, бывшего царского офицера, избрали кандидатом в члены Центрального комитета ВКПБ. В 1935 году нарком обороны СССР Климент Ворошилов приказал присвоить имя Егорова 37-й Новочеркасской стрелковой дивизии. Это была очень большая честь удостоиться такого при жизни. Казалось, все у начальников Генштаба Красной Армии складывалось благополучно. 11 мая 1937 года он был назначен первым заместителем Народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова. Формально он был вторым по значимости советским военачальником,
Однако в следующем 1938 году над маршалом Егоровым начали сгущаться тучи. Старт дал назначенный в ноябре 1937 года заместителем наркома обороны и начальником управления по начальствующему составу РКК Ефим Щеденко. Уже через несколько дней он подготовил донос на маршала Советского Союза Александра Егорова. Крепко выпив с Хрулевым и Щеденко, Егоров стал рассказывать о событиях гражданской войны и давать им свою оценку. По словам Щеденко, маршал кричал: «Разве вы не знаете, что когда речь заходит о гражданской войне, то везде и всюду кричат до хрипоты, что все сделали Сталин и Ворошилов». Донос на маршала лег на стол наркома обороны Ворошилова. Прошло 1,5 месяца. Осенью 1937 года в одном из загородных резиденций военная верхушка СССР проводила обсуждение. Всеобщее внимание привлекла картина, висевшая в центральном зале: приезд товарища Сталина в первую конную армию. Егоров, проходя эту выставку, так скажем, конечно же, не остался равнодушным к этой картине, подошел, а они там, естественно, во время обсуждения тактических игр и банкет был, выпивший он был, на картину посмотрел и сказал: очень хорошая картина, так оно и было на самом деле. Но где-то вот там, он показывает, в углу картины, где-нибудь там, в самом уголочку, хотя бы немножко меня показали, ведь я же командовал фронтом. 5 декабря 1937 года на стол Ворошилова легла докладная записка. Автор Ефим Щеденко, начальник управления по командному и начальствующему составу РКК. Он, исполняя долг партийца, детально доложил о разговоре с выпившим Егоровым во время игры на бильярде. Переходя все в более возмущенное состояние, маршал прямо заявил: «Разве вы не знаете, что когда речь заходит о гражданской войне, то все везде и всюду кричат до хрипоты, что все сделали Сталин и Ворошилов? А где же я был? Почему не говорят обо мне? Почему борьба под Царицыным, создание конной армии, разгром Деникина и белополяков приписывается только Сталину и Ворошилову? Это смешно, глупо и позорно». И все в том же духе и в том же тоне маршал Егоров вел 2 часа разговора. Считая это недопустимым со всех точек зрения, я решил вас поставить об этом в известность, как устно, так и письменно. 20 января 1938 года в Большом Кремлевском дворце Сталин устроил торжественный прием. На нем Сталин провозгласил тост в честь героев гражданской войны. Пили из-за товарища Егорова. Но уже через 2 дня на закрытом совещании военного руководства страны вождь подверг Егорова, Буденного и некоторых других военачальников резкой критике. Егорову досталось за его неправильное происхождение. В речи, произнесенной перед советской военной элитой, Сталин подчеркивал: «Егоров – выходец из офицерской семьи, в прошлом полковник. Он пришел к нам из другого лагеря и относительно перечисленным товарищам меньше имел права к тому, чтобы ему было присвоено звание маршала. Тем не менее, за его заслуги в гражданской войне мы это звание присвоили». Завершил Сталин речь довольно недвусмысленным намеком, заявив, что если военноначальники будут и далее растрачивать свой авторитет перед народом, то народ их сметет и на их место выдвинет новых маршалов, которые, может, и будут менее способными, чем вы, на первое время, но они будут связаны с народом и смогут принести гораздо больше пользы, нежели вы с вашими талантами. Это заявление было очень тревожным сигналом для Егорова. В январе 1938 года Александр Егоров постановлением Политбюро ЦК ВКПБ был освобожден от должности первого заместителя наркома обороны СССР. Его назначили командующим Закавказского военного округа, что было очевидным понижением. При этом постановление Политбюро ВКПБ подчеркивалось,
что Егоров, 6 лет руководивший штабом РКК, работал на этом посту крайне неудовлетворительно. Работу штаба развалил, передоверив ее матерым шпионам польской, немецкой и итальянских разведок Левичеву и Меженинову. 2 марта 1938 года Егорова вывели из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ. 27 марта 1938 года маршал Советского Союза Александр Егоров был арестован. Карьера прославленного военачальника подошла к своему финалу, а жизнь Егорова неумолимо приближалась к трагическому концу. Летом 1938-го Сталину на утверждение принесли список военных, подлежащих расстрелу. 139 фамилий. Вождь вычеркнул фамилию Егорова и наложил резолюцию за расстрел всех 138 человек. Егоров, благодаря вмешательству Сталина, прожил еще полгода, за которые успел сознаться во всех возможных преступлениях против советской власти. Ему пустили пулю в затылок 23 февраля 1939 года, в день Красной Армии. До ареста Егоров успел обратиться за помощью к своему боевому товарищу Буденному. Они многое пережили вместе. Весной 19-го под Царицыным Егоров был тяжело ранен, и никто не знал, выживет ли он. К раненому в шатер ворвался Буденный, встал возле Егорова на колени, разодрал на себе рубашку и ловко наложил повязку. Лицо у него было растерянное, в глазах стояли слезы. Через 20 лет после этого случая Буденный отказался спасать жизнь своему другу Егорову. Лишь двоих со знаменитой маршальской фотографией не коснулись репрессий. У нас иногда задаются вопросом, почему именно эти военачальники пострадали, а почему, например, не пострадал Буденный, Ворошилов и другие близкие также к Сталину люди. Что касается Буденного, все-таки он принадлежал к любимчикам Сталина, к этим конникам, к этим красным, и очень долго в нашем политическом руководстве вот эти конники и кавалеристы преобладали. Личная преданность для Сталина была гораздо важнее талантов. И это привело к тому, что остались в основном люди менее подготовленные, зато лично преданные Сталину. С 1936 года положение в стране полностью контролировалось Сталиным. Но ощущения надежности, прочности собственной власти у генсека не было. Тезис про обострение классовой борьбы понадобился ему прежде всего для установления власти абсолютной. Сталин знал, что сотни и тысячи людей в партии и стране в случае каких-либо обострений не будут ему покорны. Для расчистки рядов Сталину был остро необходим человек со стороны, который не имел бы никаких заслуг перед революцией и не был бы связан с высшим эшелоном большевистской власти. Вождь умел выбирать нужных людей, не спеша, исподволь, проверяя на мелочах, натаскивая. Ежов в качестве послушного исполнителя идеально подходил к замыслам Сталина накануне больших репрессий 1937 года. К этому испытанию Николай Иванович был подготовлен и проверен еще в истории с гибелью Кирова. Сталин не случайно послал его в Ленинград разбираться в этой истории. Он уже не доверял шефу НКВД Ягоде и поручил Ежову ревизию работы органов. До этого Ежов курировал деятельность Ягоды по линии ЦК, и конфликтов у них не было. К тому же они дружно выполнили задание Сталина в начале того же 1934 года по контролю за настроением делегатов и течением 17-го съезда. На тайное голосование Ежов с Ягодой, правда, повлиять не могли, но зато они легко выявили тех, кто голосовал против Сталина. В Ленинграде, не имея никаких данных, Ежов с невероятной легкостью заявил о причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова. Для Ягоды, связанного с ними годами совместной борьбы, это было уже слишком. Николай Иванович отличился, сработал как надо вождю и пошел по лагерям и тюрьмам, кировский так называемый набор.
репетиция будущих больших репрессий. Ну хорошо, представим, что Ежов любил Сталина до самозабвения. Но как он понимал действия вождя? Чем он оправдывал жестокость хозяина? Судя по всему, тем же, что и почти все остальные соратники. Необходимость индустриализации, скорой и успешной перед лицом внешних врагов. Только построенный социализм казался Ежову той ценностью, которая спасет Советский Союз. Надо было строить, строить и строить. Без принуждения это было бы невозможно. Слишком высока цена, говорил кое-кто. Любой ценой считали Ежовы. Ленин был для них примером, когда говорил, что и 90% населения России можно истребить, но только не ослаблять усилий на пути к социализму. Что это было? Навязчивая идея, шизофрения на теоретической почве. Но только в такой системе люди вроде Николая Ивановича Ежова обретают власть над миллионами, карабкаются на невиданную высоту, где у них голова кружится. Он настолько близок к вождю в эти страшные для страны дни. Столько раз он беседует наедине со Сталиным, принося ему списки людей, обреченных на смерть. Причем Сталин ставит свои отметки только против фамилий знакомых ему деятелей, а остальные, все, сотни, тысячи, десятки тысяч, они в руках Николая Ивановича Ежова. Он становится всесильным, и Сталин дает железному наркому покуражиться, щедро награждает, раздает должности, поощряет. На пике карьеры Ежова кажется, что нет у Сталина более близкого человека. Люди обыкновенные жили, не ведая, что маленький нарком НКВД уже рассылает по стране сверхсекретные приказы, в которых называет проценты уничтожения в каждой области и призывает руководителей на местах к стахановскому перевыполнению планов по истреблению народа. Военный парад на Красной площади. 1 мая 1937 года. Ежов рядом с военными руководителями. Он улыбается им, но уже давно знает, что хозяин решил судьбу этих военных. Как раз в те дни в недрах ведомства Ежова заканчивалась разработка о заговоре в Красной армии. Армию обезглавили. Сталин остался доволен Ежовым, его изуверской жестокостью по отношению к Тухачевскому, Боревичу, Якиру, Корку и другим известным советским военным руководителям. Триумф, испытанный Ежовым 7 ноября 1937 года, он не забыл бы, проживи и 100 лет. Сегодня я армия НКВД, лучший командующий армией товарищ Ежов, любимцы советского народа. Вся слава и честь этого дня, казалось, достались НКВД и его железному наркому Ежову. Его портреты несли и везли на демонстрации. Товарищ Калинин вручает Ежову орден Ленина. Нужный, очень нужный человек этот Николай Иванович Ежов. Параллельно фантастическому восхождению железного наркома в нем таяли последние островки человечности. Знаете, как в мае в глухом лесу исчезают белые снежные отметины. Он думал, что восходит. Сравнение с мотыльком, летящим к открытому огню, долго не приходило ему в голову.
Николай Иванович удивительно легко отдавал в руки палачей соратников, сотрудников, друзей, родственников, даже самых близких. Где-то в невероятным восхождением, орденами, званиями, страшной властью над людьми, безумное опустошение и глухое пьянство. И нет, пожалуй, судьбы человека, так служившего партии, так обольщенного ею и такого врага собственного народа, каким стал Николай Иванович Ежов. Это такие сияющие высоты, по словам Александра Зиновьева, что здесь уже ни за что человеческое не зацепиться. Вопиющая пустота. Репрессии, которые продолжались в Красной Армии несколько лет, они начались с ареста маршала Тухачевского, я думаю, самого выдающегося советского военачальника межвоенного периода, произвели тягостное впечатление на внешний мир. Репрессии продолжались несколько лет. Жертвами этих репрессий стал практически едва ли не весь командный состав Красной Армии. В мире абсолютно никто не мог понять причины этого. Нигде и никогда ничего подобного не происходило. Никто и никогда не уничтожал командование собственной армии. Все остались чужие. Здесь уничтожали собственную армию. И внешний мир пришел к выводу, что, во-первых, у них там что-то не так. Во-вторых, Красная Армия осталась без командования. Когда после подписания пакта Молотов-Риббентропа в августе 1939 года началось тесное сотрудничество между Советским Союзом и нацистской Германией, когда началась оживленная торговля, то в ней, в этих процессах экономического сотрудничества участвовали и военные, и военно-промышленные комплексы. Советские военные специалисты поехали в нацистскую Германию закупать боевую технику и знакомиться с новинками. Им показывали абсолютно все. В некоторых случаях они требовали показать им совсем новые разработки, и немецкие военные были против, потому что это не полагается. Гитлер разрешил. Гитлер разрешил показать абсолютно все, потому что он был твердо уверен, что в Советском Союзе ничего не успеют предпринять. Наши видели, что делают немцы, а немцы видели, кто к ним приехал. И даже есть запись разговоров в Ставке Гитлера, в которой речь идет о том, что такие военные приезжают из Советского Союза, которые у нас бы там и роты бы командовать не смогли. Это первое. Второе – финская война. Неспособность Красной Армии в течение долгого времени осилить оборону маленькой страны с маленькой армией произвела крайне невыгодное впечатление на военных специалистов во всем мире. И Гитлер решил: если Красная Армия не в состоянии совладать с финнами, значит, она ни на что не годится. Гитлер поверил, что Красная Армия оказать сопротивление не сможет, и таким же ударом, быстрым, как он расправился с Францией и экспедиционным британским корпусом годом раньше, он осилит Красную Армию. Где-то до Днепра основные части Красной Армии будут окружены и уничтожены, и Советскому Союзу, советскому правительству не останется ничего, кроме как капитулировать, и там на каких-то условиях, которые его заинтересуют. Его вся территория Советского Союза не интересовала, что там за Уралом он не знал, я думаю, даже слово Урал не понимал, но ему рассказали, что на Украине очень хорошие земли, ему рассказали, что Крым — это место, которое вообще, где должны жить немцы, и Балтия, естественно, тоже немецкая колония, и вот это его интересовало. Он был уверен, что он за несколько месяцев проведет эту военную операцию. И поначалу все так и шло. Когда Сталину доложили, что кольцо немецких войск через несколько дней после начала войны замкнулось вокруг Минска, что Минск сдан немцам, он ведь не поверил. Он позвонил наркому обороны маршалу Тимошенко. Тот ответил, что у нас нет связи с войсками, пока ничего доложить не могу. И тогда Сталин единственный раз за всю историю войны вместе с другими членами Политбюро приехал в наркомат обороны и застал в кабинете Тимошенко самого наркома, начальника генерального штаба Жукова, еще несколько человек, и спросил: ну что? И Тимошенко сказал: не имеем пока информации, пытаемся разобраться. И Сталин дал волю своему гневу, обращенному в основном к Жукову. Он сказал, что это за начальник генерального штаба, который не знает, что происходит, который не командует войсками. Они развернулись и уехали.
ничего не сделал ни с Тимошенко, ни с Жуковым после таких гневных слов, потому что он сам был, как я понимаю, в состоянии ужаса. Он не мог себе представить, что войска Западного военного округа, расквартированы на территории Беларуси, будут окружены, уничтожены всего за несколько дней. Ему не приходило это в голову. По своей привычке во всем видеть врагов, по своему политическому умению сразу же находить виновных в его собственных заблуждениях, ошибках и преступлениях, он велел наказать за это командование Западного фронта. Командовал фронтом генерал Дмитрий Павлов. И на первом же допросе следователь особого отдела спросил его: вы намерены дать показания о том, что нам уже известно, что вы с 1935 года являетесь немецким шпионом и ведете подрывную работу в вооруженных силах? Если знали, что он с 1935 года шпион, кто же назначил командующим округом-то? Среди военных специалистов много споров о том, в какой степени генерал Павлов и командование виноваты в том, что округ развернутый во фронт, был разгромлен, и немцы так быстро взяли Белоруссию. И находят много недостатков в деятельности генерала Павлова. И правильно. Вопрос стоит: а каким образом генерал Павлов вообще мог возглавить округ и фронт? Павлов был классный танкист и командовал танковой бригадой. И в роли танкиста-советника был отправлен в Испанию, где воевал хорошо и получил орден, и вернулся как герой Испанской войны. И Сталину понравился, и Сталин поставил его во главе огромного округа, развернутого фронта. Это огромная структура. А Павлов никогда не командовал ничем, кроме танковой бригады. Если бы на месте Дмитрия Павлова в июне 1941 года фронтом командовал бы Убаревич Иероним Петрович, немцы бы так быстро не продвинулись, потому что Убаревич, командующий Западным особым военным округом, был одним из выдающихся военачальников, внимательно следившим за то, что происходит в мире в военном деле. У него на маневрах собирались военные атташе разных стран, чтобы посмотреть новое в тактике, в оперативном искусстве. Он был выдающимся военачальником, который неустанно думал о подготовке войск. У него постоянно проходили учения, маневры. Он сам все умел, мог на маневрах лечь рядом с солдатом, взять его винтовку, все пули загнать точно в мишень. Он думал обо всем этом. Но Боревич был расстрелян. Очень быстро немцы прорвались и к Киеву. Туда был отправлен назначенный перед войной первым заместителем наркома обороны Семен Михайлович Буденный, маршал Буденный, которого все знают. И один военный разведчик потом рассказывал, как он докладывал Буденному обстановку. Он говорит: товарищ маршал, решили задать вопрос? Говорит: ну спрашивай. Товарищ Буденный, мы Киев-то не сдадим немцам. И маршал ему ответил: пока у Буденного есть усы, Киев останется советским. После этого, пишет разведчик, он уехал на аэродром Буденный и тут же улетел, потому что Киев уже был окружен. Будущий маршал Рокоссовский Константин Константинович рассказывал, как он попал в кабинет командующего Киевским военным особым округом, развернутого фронта, генералу Кирпоносу, и пытался ему что-то доложить. А Кирпоносова не слушал, он метался по кабинету, выглядывал в окно, говорит: немцы летают, почему противовоздушная оборона молчит? Хватался за телефон: сбивайте немцев. Рокоссовский опять пытается ему очень коротко, Рокоссовский военный профессионал, долго в отличие от меня не говорит. Пытался ему доложить, того распирало от желания что-то сделать, не знал, что делать. Правильно, что не знал. А откуда ему было знать, как командовать огромным фронтом, где множество армий? Генерал Кирпонос был отличным командиром дивизии. Тот же самый путь прошел, что и генерал Павлов. Отличился в Финскую войну, понравился Сталину и был поставлен во главе Киевского особого военного округа, самого большого, это миллионы людей. Он не мог справиться с командованием. Вина ли его в этом? Нет. Конечно, если бы округом продолжал командовать Иоанн Эммануилович Якир,
который командовал этим округом, который в 1935 году показал то, чего не было ни у кого. Он десантировал войска, которые тут же вступили в бой. И военные атташе в изумлении писали, вот что может Красная Армия. Но Икир тоже был расстрелян. И расстреляно было огромное количество военных профессионалов. Мы называем только имена таких выдающихся полководцев. Но репрессии, большая чистка Красной Армии коснулась в первую очередь бывших царских офицеров, ненавидимых Сталином еще с гражданской войны, которые занимали ключевые штабные должности и в первую очередь были преподавателями в военно-учебных заведениях. Фактически в 30-е годы был уничтожен весь слой военных преподавателей. Некому стало готовить будущих командиров. Нельзя стать военачальником, просто поступив на службу в армию. Нельзя стать командиром армии, если ты не прошел по всем ступенькам военной карьеры, если не получил соответствующее образование, если тебя всему этому не учили. Невозможно. Военное дело единственное, где нужно получить 3 образования. Ну, нигде такого нет. Ну, врачей только кардиологов там по 10 лет учат. Ну, зараз, между прочим, а не несколько раз. Военного профессионала 3 раза нужно учить. Базовое образование в военном училище он должен получить. И дальше командира роты, командира батальона продвинуться не может. Дальше он должен закончить отраслевую военную академию, там артиллерийскую, пехотную, инженерную, и уже он может принять под командование и батальон, и полк. А дальше, уже чтобы дивизии командовать, это же многие тысячи людей. Это техника. Это же надо уметь заставить большое число людей исполнять твои приказы и понимать, как это сделать. Как координировать твои действия пехоты с артиллерией, с танками. Надо закончить академию генерального штаба. А чтобы командовать армией, фронтом, нужно изучать такую науку, как стратегия. Хотели в Академии Генштаба ввести курс стратегии. Заместитель начальника академии, который вскоре станет заместителем наркома обороны по кадрам, Ефим Петрович Щеденко сказал: вы что, стратегией хотите заниматься? Стратегию товарищ Сталин определяет. И не было курса, то есть просто людей не учили. А без этого нельзя. Стратегия есть наука о том, как управлять крупными соединениями, как организовывать этот бой, как осуществлять операцию. Но это всему нужно учиться. А люди совершали карьеру мгновенно, за несколько лет. Человек, у которого за спиной были какие-нибудь 1,5-месячные курсы, принимал под командование дивизию. Конечно, у него эта дивизия попадала в плен, была окружена и гибла. Но вина его частично, вина тех, кто его поставил, кто отправил его командовать. Огромная чистка, проведенная с 1936 года, в 1936-1938 году, лишила Красную Армию командования, лишила обученного состава и привела к большим последствиям в смысле боевой выучки войск. Если командиров все время арестовывают, то как польских шпионов, то как японских, то какая там боевая подготовка? Кроме того, какое доверие у солдата к командиру, его предшественника, как польского шпиона арестовали, и того немецкого шпиона. А может, этот японский шпион? Можно ли ему подчиняться? У нас сейчас в распоряжении есть рассекреченные документы особых отделов предвоенных западных округов и Киевского, и рассекретили не только в Киеве, но и в Минске. Вот такой том из Беларуси я привез, донесение особистов Западного военного округа. Повседневная жизнь, все не так, все не ладится, все валится из рук. Армия, которая должна быть образцом организованности, дисциплины, точности, развалена. Это результат репрессий. А командованию, выдвинуты товарищем Сталиным после расстрела военных профессионалов, были люди, которым он абсолютно доверял. Это были царицынские товарищи, те, с кем он когда-то начинал свою политическую карьеру в Царицыне. И в основном это было командование Первой конной армии. Выходцы из Первой конной армии занимали руководящие должности.
нарком обороны, многие годы был Климент Ефремович Ворошилов. Он лишил своей должности после финской войны. Ну, кто-то должен был ответить за финскую войну. Так личных претензий не было, но кто-то должен был ответить. Но его сменил такой же конармеец Семен Константинович Тимошенко. А первым заместителем стал Буденный. А начальником кадров, всех руководящих кадров Красной Армии стал Ефим Щеденко, который вообще ничему никогда не учился. Хотя был заместителем руководителя военной академии. Он был просто неграмотный. Вообще был странный человек. Ну, не помешало его совершенно карьере высокое партийное звание, депутат, кандидат в члены ЦК. А он получал, естественно, большие деньги потратить, которые не мог, зашивал их в матрас. И уже в конце жизни, когда его положили в больницу на улице Тимошенко Ж, он туда приехал с этим матрасом, положил его под себя и ушел из жизни. На этом матрасе. А стало это известно, потому что когда все это вызвали военную прокуратуру, и она с изумлением увидела все. Командующим артиллерией стал тоже выходец из первой конной армии маршал Кулик. Все это были люди, которые не были рождены для того, чтобы командовать войсками. Они не были рождены для этого. 23 февраля 1939 года Александр Ильич Егоров был расстрелян. С этого времени имя бывшего начальника Генштаба РКК было предано забвению. Лишь спустя 17 лет, 14 марта 1956 года, Александр Ильич Егоров был посмертно реабилитирован, однако особых посмертных почестей советская власть ему не воздавала. Ограничивалась почтовой маркой, выпущенной в 1983 году, до улицы, названной в ее честь в городе Бузулуке, где за 55 лет до своего расстрела, а в 1883 году и родился будущий маршал, которому суждено было прожить большую жизнь и трагически ее закончить.